Так. Все. Так. Вот это тот самый снегоуборочная приспособа, который я буду пробовать этим убрать снег. Кто не видел еще. Приварен такой металл. Здесь крепление, ручка. Тяжелая, конечно. Я имею в виду ручку. Сырая. Ну и глянем, что из этого получится. Также, ребят, хочу показать. Сейчас на стол смогу, нет, залезть. Не смогу. Сколько снега уже, блин. Опа. Вон, надеюсь, видно этот трубу. Где-то на сантиметров 60 еще выше надо поставить трубу. Труба ровень снегом намело. Вот первый раз, когда затапливал, вообще тяги не было, потому что все забито было снегом. Вот, будем ошибку в будущем году, может, исправим. Вот так все выглядит. Да, морозный день сегодня. Холодный такой. Немножко ветрено. Но сухой, это самое главное. А то вчера слишком сырая погода вчера была. Сегодня сухая. Сейчас попробую с бани сперва убрать. А там как получится. Вон она конструкция. Вот. 2 мешка еще прикрепил. Но она может и один. Хватит, не знаю. Сейчас проверю. Десятки раз быстрее убирать снег, чем лопатой. Палка тяжелая. И, если честно, чуть-чуть тоже устаешь. Но так, не надо спешить. Это я на камеру все быстро делаю. Если спокойно работать, то некуда торопиться, то не устанешь, спокойно все. Там лодка у меня, не знаю, задавит, не задавит потом. Вот, а верхушка, как я останется там поперечь на бревно. Это в середине надо убрать. Уже не помню, когда я убрал. Вот, все погнулись доски. Гнилые они. Ну, сейчас все это уберу. Вот. И потом на основную крышу перейду. Может, с правой стороны чуть-чуть поубираю. А так, самое главное, возле трубы. Там не достать этой палкой. Там не достать.
палка не достает до конца крыши, во-первых. Потом угол крыши. Но здесь надо какая-то подставка, чтобы лучше резать. Ну, попробовал. И все хорошо получается. Короче, на вторую избу это тоже увозу. Там амбар надо почистить. Все это дело. Здесь крыша крепкая, она не развалится. Ничего с ним не случится. Вот. Самое главное, попробовал, показал. Сейчас я на лестнице полезу туда и вычищу возле трубы лопатой. Потому что там труба еле видна, вон, как мы видим. А здесь больше там мусорить я не стану. Этот, как его, снег убирать вот сюда, чтобы все завалило там возле двери. Здесь вот так пробно попробовал. Вам показал. Самое главное, вам показал. Кому интересно, попробуйте, сделайте. Очень удобная штука, чтобы чистить крышу. Ну, примерно так. Открыл трубу. Но это недостаточно. Может, что быстро заметет. Надо удлинить. А лестницу я тут оставлю. Это любой, кто придет, может почистить. И может самому еще придется тоже чистить. Вот. Что там топчешь? Мундай. 1000 раз вот мне пишут, когда я на второй избе собаку ставлю на цепь. Вот. Это наглядный пример того, что они в свободное время, когда ты на избе ничего, никуда не идешь, они должны сидеть на цепи. Потому что все время они под ногами. Все время. Скажем, если вот они вот туда лягут и смотрят внимательно на тебя. Нет, они под ногами все, везде у него желтизна, отмечают. Это еще ерунда. Потом лезут вон туда, предбанник. Выходишь, он там стоит, сидит, блядь, путается под ногами. Так что ерунду, пожалуйста, не пишите, что вот собака сидит в тайге на цепи. Она так и должно быть. Выходим в тайгу, отпускаем, целый день он бродит, свободный. Не на поводку я его таскаю. А возле избы, вот тоже летом, ему обязательно надо избу, будку поставить, построить. Этим тоже придется. Но на лето есть фронт работы, в принципе, по ходу будут ли там. Вот. Уборку крышу я закончил. Здесь я убирать не стану. Если развалится, мне не жалко. Новую беседку пора уже сделать. Потому что крыша уже вообще гнилая. Вот, небо видно там. Так, сейчас чуть-чуть передохну, попью горячего чая, подостыну немножко и пойдем за метлой. Прутики для метлы буду ломать. Ух, их очень много там. Вот. Ну, примерно так. Дело идет, в принципе, потихоньку. Быт у избы сегодня у меня в основном. Еще дровишки надо распилить, приготовить. Сухие обязательно распилить надо. Кого-то облаял. Наверное, снова буран какой-то поднялся. Так.
Ну иди, Тулан. Спотел, никак остыть не могу вообще. Посидел там, чай попил горячего. Встречный огонь дал, как бы. Встречный огонь, как на пожаре. Тайга, когда тайга горит, встречные огни делали мы. Так, сейчас попробую на лыжах. Интересно, как снег держит. Так, глянем. О, ребят. Снег вообще не держит. Вон. Вездец. Не. Капкану другой раз проводим. Уйди, Тулан. Ты еще, блин, на моих лыжах, оказывается. Не держит снег. Что пешком, что на лыжах. Прутья какие хорошие тут. Вот это да. О. Вот так и будем собирать. Потихоньку. Метлу делать. Для метлы все это дело делается. Вот. Толстые нам не надо. Потоньше прутики надо. Чтоб потоньше и веток много было. Вот такие надо. Вот. Снега-то сколько. Очень много. Так. Толстый, блин. Так, оставляем. И туда пойдем. Смотрите, выше колена уже снега. Хотя бы веников 4 сделать, ну, метлы достаточно. До следующего года нам хватит. Вот так луга и портятся. Исчезают луга. Раньше лес прорубали, луга делали. А сейчас все обратно разрастает. Здесь косили мы траву, все это луга были. Тулан застрял там. Там вторая куча уже у меня. Потихоньку. Ну так, особо не такие красивые. Переросли, так не... Как сказать... Вершинки толстые. А ветки маленькие. Вот как-то не очень пока. Но потихоньку набираем все равно. Уже считай, одна метла уже почти готова. Сюда еще в избу надо сделать одну метлу. Вот лось так и кормится. Вот всю зиму вот только он рябину ест в основном. Рябину и осину. Но рябина на первом месте у него. Рябина, осина, черемуха осенью. Черемуху почему-то они очень любят. Именно черемуху. На черемуху они осенью. Вот. По крайне так кружок сделаю. Фу, блин, ходить тяжело. Сейчас на буране далеко не поедешь. Потихоньку поедешь, но бензин сожгешь ты там
10 раз больше. Вообще снег не держит. Если на лыжах не держит снег, такая же картина и на буране. Ай, точь-в-точь. Сколько на лыжах проваливаешься, столько и буран тонет. Это уже давно я заметил, и многие так говорят. Ну, здесь более-менее так. Вроде участок такой попался. Хорошие. Да, ништяк. Вот сад большой тут. О, видели? Потихоньку и набираем. И как следовало сейчас он так зигзагом ходит. Так получается автоматом. Не грустите, не грустите, не грустите, не грустите. Ого, яма. Собаки тоже вот каждым годом начинают понимать то, что вот первое время, когда они щенячьего возраста, всегда рядом. Куда ты пойдешь, все равно за тобой побегут там. Интересно им. А уже через несколько лет, скажем, если ты от избы отошел, что-то вот делаешь, он уже начинает понимать, что ты никуда не уходишь, ты по своим делам куда-то и пошел, скажем, вот ветки ломать или еще. И они все это понимают и от избы не отходят. Просто со стороны наблюдают, но внимательно слушают. Внимательно слушают, слышат. Они не засыпают, так скажем. Вот. У некоторых заработок, вот именно вот эти ветки делают по несколько тысяч штук. Метлы, это раньше их принимали, очень ходовой товар был. Сейчас уже метла пластиковая в основном. Скажем, у дворников вы больше видите пластик, чем, скажем, обычную метлу. Вот это говорит о том, что спрос на такую метлу уже нету. И также люди теряют работу под заработок. Вон идет бездельник. Туда! Лок! Он не может идти, снег глубокий. Лок, напрямик. Лок. Напрямик не может. Ноги не достают, да, лапы не достают. Лок, вот где? Лок. Это, считаю, у западносибирской лайки лапы очень длинные в сравнении с другими лайками. У русско-европейской лайки наполовину короче лапы, а западносибирские они длинные у них лапы. Вот. И то уже все, они уже буксуют. Да? Буксуют они уже. Для тебя тоже одну штуку я нарву, сломаю, то есть. Именно для тулана. Бывает там совсем, когда он непослушный, он должен понимать с помощью вот этого прутика урок давать. От этого собаке ничего страшного не случится, как нас воспитывали, детей. Как перестали прутиком воспитывать, все,
уже как бы они становятся непослушными. Бить не надо никого, ни собак, ни детей. А воспитывать этим наши деды, родители нас воспитывали, и мы выросли понимающими людьми. Так что кулаками и ногами не надо бить. Что мы сейчас в телевизорах видим, это какой-то ужас. Детей оставляют в шкафу, новорожденных, и уходят на неделю. Как они выживают? Я просто не понимаю. Мне страшно даже подумать, что так могут люди делать. Без сердца, без ничего, я не знаю. Ну, мне не понять. Это какой-то ужас творится у людей. В голове непорядка у них, вот и все дела. Так, ну что, сейчас, наверное, я все это дело соберу, и напрямик еще вот сюда приду. В принципе, набирается ведь все это дело у нас. Здесь такая, ну, здесь уже одна метла есть, здесь вторая метла. И так, потихоньку собирается. Видели? Вот она. Давно уже хотел. И как руки не доходили до этой работы. Так. Толстые тоже не очень. Они, чтобы тонкие были, прутья, и ветки побольше. Вот эти ветки. Вот они хорошие. Вон. Вперед. Вон, карщ. Нет, он не может бежать. Он застревает все. Вон. Какой может быть проверка капкана сегодня? Мы не смертники какие-то. Нет, не пойдем. Сегодня уж точно в тайгу не залезем на лыжах. Вон. Так, не оставили тут ничего. По своей тропе иду. Тяжело уже. В принципе, надо она уже выносить. Потом второй раз еще приду. Также соберу, и вполне достаточно. Да, надо выносить. Потому что больше одним махом я не вынесу. Еще приду. Чуть-чуть еще пособираю. Фу. Вспотел, блядь. Ой. Вот. Одна палка осталась. Тут сток стоял раньше. Ничего уже не остается, блядь. Ни хрена такая тяжесть. Фу. Так. Вот. И мои 17 на мой шунгается. Где мой черный пистолет? Ой. Фу. Где вторая лыжа-то? Хорошо, что недалеко.
Ну вот. Это ладно. Опять, блядь, нассал туда. Заодно можно собирать почки, но они маленькие, мелкие, совсем мелкие. Высушить, и многие там пьют от горла, от желудка, от язвы, от всего, чего только не пьют, от этого мажутся, спину мазать можно, на водку подержать там. Высушить все это дело, потом оно само сыпется. Так, ладно, сейчас я еще схожу, немножко пособираю и снимать надо дальше я стану. Немножко показал, как это все дело делается. Каждый год я этим занимаюсь для себя. В принципе, и хватит. Но скажу еще немножко. Заодно лыжи переверну там и на лыжах обратно приду. Только уши торчат. Смотри. Второй раз уже за мной не пошел. Понимая, что я недалеко от избы, я уже лыжи приготовил. В ту сторону уже как бы встать и газку. Вот так вот. Все. Хватит нам. Нарвали сколько нам надо. Вот так. Очень много получилось даже. Сюда один веник сейчас сделаю по-быстрому, чтобы в коридоре там чистить снег. А, бездельник. Жизнь прекрасна у тебя. Да? Ну вот. До хрена получилось. Смотрите, сколько. Гора. Буквально полчаса работы. Ну, самое нудное, это, конечно, собирать все это дело. Ножом чистить. Здесь на скорую руку так быстренько соберу. Такие тоненькие выберу. Вот. А уже дома, конечно, аккуратно все буду делать, чистить. И с ножом все это дело делается. Ручку. Вот так. Ой, улами. Ну все, Мон, выйди. Вот для этого и прутик. Без этого они не понимают. А с этим быстро они начнут понимать, что они делают неправильно или еще. Так. Петля такая. В петлю ставим еще другую петлю. Вот такая хитрая петля получается. Ну и затягиваем. Один. Чуть-чуть коротковато, конечно, получилось. Но... Фу. Хорошечно. С рукавиц, с перчатками, конечно. Пошло дело.
вытягивать. Так, это быстрая метла. Делаю для себя и для гостей. А не на продажу. Это на продажу, если там надо аккуратно там угодить покупателю. А здесь самое главное, чтобы работало. Метла готова. Большая, огромная.